Здравствуйте. Я сегодня нахожусь в этом священном зале нашей национальной библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина. И я стою на фоне портрета одного из выдающихся губернаторов нашей Якутии Ивана Ивановича Крафта. И сегодня я стал свидетелем абсолютно замечательного события. Это передача коллекции Тамары Семеновны Комаровой. Приехала сюда дочь Тамары Семеновны, очень известного нашего профессора, педагога, человека, который создала удивительно целостную систему художественно-эстетического восприятия и воспитания в раннем дошкольном возрасте, в начальных классах. И сегодня ее дочка Ирина Ильинична Комарова подарила нашей национальной библиотеке более 4000 книг, уникальных книг, подписанных многими авторами этих книг о дошкольном образовании. Это удивительная целостная коллекция, которая поможет нашим ученым, всем тем, кто интересуется начальным и дошкольным образованием, и получить те знания, которые исходят от прямых источников, от тех авторов, которые как раз работали, ученых, которые действительно многие десятилетия создавали уникальное видение и систему работы с детьми в раннем возрасте. Для Малой академии наук это очень примечательный факт, потому что Ирина Ильинична Комарова человек выдающийся, исключительно большим опытом и стратегическим мыслящий профессор, исследователь, человек с огромным видением такого высокого очень уровня, который как раз помогает и является нашим консультантом. Благодаря ей Малая академия наук начала очень интересный проект развития ранней одаренности в начальной школе и дошкольном возрасте. И сейчас я очень рад еще раз быть свидетелем такого мощного, бескорыстного дара, который сделала Ирина Ильинична республике. Действительно, мы считаем, особенно мы, Малая академия наук, что будущее Якутии будет связано с одаренными детьми, которых мы воспитаем в раннем возрасте, обнаружим их таланты сейчас, когда они очень молодые, юные, и они помогут развитию Якутии гораздо больше. И я считаю, что мы это все увидим, воочию, и вот эта коллекция поможет нашему пониманию, развитию тех методологических основ, на которых мы будем все это развивать, те воспитательные принципы, которые мы будем очень аккуратно и планомерно здесь развивать. Спасибо большое за то, что вы меня послушали. И самое главное, приходите в Национальную библиотеку, посмотрите на эту удивительную коллекцию. Хочу поздравить всех жителей города Якутской республики Саха-Якутия со знаменательным днем передачи коллекции Тамары Семеновны Комаровой, дочерью Ирины Ильиничны Комаровой, представителя великой педагогической династии, которая выбрала Якутию местом того, чтобы передать уникальнейшую лабораторию ученого своей мамы, для того, чтобы многие-многие поколения ученых, педагогическая мысль которых будет формироваться именно из фондов этой самой коллекции. Основной идеей, которая послужила тому, чтобы коллекция была передана в фонды Национальной библиотеки, послужила коллекция Улы Йоханссон, как раз на презентации которой Ирина Ильинична присутствовала. И эта мысль того, что коллекция ее мамы также может быть передана в фонды Национальной библиотеки и послужить базой того, чтобы здесь развивались все новые и новые поколения ученых, и также активно развивалась педагогическая мысль Якутии дошкольных учреждений, послужила именно эта коллекция. Поздравляю вас всех с этим прекрасным даром, высочайшим таким жестом души, прекрасно иллюстрирующим все то, как сложилась личность этого великого ученого, все те труды, которые сформировали ее, это все будет в прекрасном такой общественном доступе для всех желающих ознакомиться с этой коллекцией. В скором времени, после того, как будет обработана эта коллекция, которая пришла к нам в количестве более чем 120 коробок, после того, как она будет каталогизирована и внесена в электронный каталог, описана и передана в уникальные отдел, научно-исследовательский центр книжных памятников, и
это является коллекцией жемчужиной. Эта коллекция также послужит именно тем местом, буквально Меккой, где ученые с самых разных отраслей приходят, обучаются, изучают, углубляют себя как личности и как ученые. Поздравляю вас всех с этим прекрасным событием. И состоялся этот совершенно замечательный и удивительный день, которого мы так долго ждали, к которому так долго шли. День, когда мы передаем коллекцию, посвященную дошкольному образованию, начиная с 19 и по последний день, 21 на сегодняшний день, которая была собрана и которая принадлежала, и с которой работала Тамара Семеновна Комарова, крупнейший ученый в области дошкольного образования и художественно-эстетического развития. Коллекция сама по себе уникальна, потому что, как вы понимаете, она собирается годами, и ее составляют труды очень-очень многих людей. Кажется, на первый взгляд, почему коллекция? Ну, ведь вот есть последние издания, и мы можем ограничиться последними изданиями. Но никогда ни одно исследование не делается по последнему изданию. И для того, чтобы сформулировать теорию, и более того, теорию, которая работает, требуются усилия очень-очень многих людей. И вот поэтому коллекция, с которой работала Тамара Семеновна Комарова, она включает труды как тех людей, которые впервые разрабатывали графические навыки, такие знаменитые профессора 20-х годов, как братья Аркины, Нина Павловна Сокулина, дочка известного филолога, ведущего филолога XIX века Павла Сокулина, создателя Русского филологического общества. И ей принадлежит честь разработки основных работ в области художественно-эстетического творчества. Работы, которые, на первый взгляд, совершенно, может быть, даже и не связаны с художественно-эстетическим творчеством и не связаны с графическими навыками, но были созданы запорожцем Александром Владимировичем в 1943 году и посвященные восстановлению работы рук раненых солдат. Вот совершенно неожиданный аспект, и если бы не коллекция, мы об этом никогда бы не узнали. В коллекции есть работы практиков, в коллекции есть работы выдающихся теоретиков, есть первые шаги молодых ученых, есть рефераты докторов наук. Коллекция многообразна и обширна, но представляется, что поскольку все равно графические навыки остаются одним из основных условий когнитивного развития, вернее, владения этими навыками, то мы еще можем многое почерпнуть из этой коллекции. Мне очень хочется, чтобы дело моей мамы, Тамары Семеновны Комаровой, продолжалось именно здесь, на той земле, которая создала Академию детства имени Тамары Семеновны, на той земле, где есть детские сады, носящие ее имя. Я думаю, что здесь эта коллекция наиболее востребована, и здесь есть люди, которые понимают, что такое одаренность, что такое детство, и понимают еще то, что конкурентность любой территории зависит от детства.